В чем позитив всего того, что появилась идея Крымской платформы, я скажу. В том, что Зеленский вывел за скобки Россию. По сути дела, потому что он понял, что Россия по Крыму и Севастополю с Украиной говорить вообще не будет и не хочет. Для них это вопрос закрыт. Если Донбасс нам хотят втюрить и вернуть назад на своих условиях, то Крым и Севастополь никто Украине возвращать не собирается. Они считают вопрос закрытый, тем более, что вот Госдума принимает такие законы. Поэтому пытаться говорить с ними на данном этапе бесполезно, поэтому платформа крымская, на мой взгляд, главный плюс этого действа в том, что Украина пошла путем создания платформы без участия России, потому что ответ России по Крыму для нас понятен. И по формально Россию тоже пригласили? Не, ну формально пригласили, но она же, понятно, что не откликается. Раньше ж таких ходов не было. А сегодня, получается, страны Евросоюза, там Турция, да, там и ряд других стран, они поддержали создание платформы. То есть Украина делает... Ну, это да, это политические политический ход, что мы будем эту платформу создавать, даже если вы не хотите об этом говорить, даже без вас. Но если вы думаете, что мы об этом забыли и говорить не будем, вы ошибаетесь. Ну, прежде чем это политическое заявление прозвучит, идет же какая-то подготовка. Вот как она, что готовится? Какие-то, может быть, идеи, которые будут звучать в этой платформе? Кого привлекают к работе на этой платформе? Но я могу вам сказать, по моим ощущениям, я не могу сказать. Я так понимаю, что там в большей степени задействовано Министерство иностранных дел, Кулеба и Эминет Джапарова, которую назначили заместителем министра. Да? Я так понимаю, не без участия этих людей, в первую очередь. Министра иностранных дел и замминистра, это все происходило. Меня не привлекали на эту тему, но я остаюсь убежденным сторонником, как раньше, так и сейчас, о том, что по Крыму, что по Донбассу, там, Севастополю, нужно создавать экспертный совет из авторитетных крымчан, севастопольцев, которые живут на материковой Украине. Вы об этом в интервью говорили еще. Я говорил об этом много раз, я не перестану об этом говорить. Точно так же, как живет много дончан, авторитетных людей, да, которые руководили Донбассом. Донбасс для меня это и Луганская, и Донецкая область. Я это большой регион воспринимаю. Точно так же, как и по Крыму. Я столько лет руководил Крымом и Севастополем. Есть там Людмила Денисова, омбудсмен, да, которая была у меня министром финансов. Есть там Мустафа Джемилев, есть там Рифат Чубаров, есть судья Верховного суда Валентина Симоненко, есть там ректор Таврического университета Казарин. Ну, например, что мне вот навскидку. Точно так же по Донбассу. Есть Владимир Рыбак, который был мэром Донецка, который был главой Верховной Рады и Украины и так далее. Есть авторитетные люди, которые знают территорию, знают проблематику и которые в качестве экспертов смогут дать президенту, его офису, на мой взгляд, в хорошем смысле этого слова, ценные советы очень, да, как в той или иной ситуации, по той или иной территории было бы правильнее поступить. И тогда эффект от работы такой платформы был бы гораздо более серьезным и более весомым.